О ходе призывной кампании и об отборе граждан на контрактную службу отчитался военный комиссар республики Заурбек Гадаборшев. Над заданием, поставленным Генеральным штабом вооруженных сил по призыву, Республиканский военный комиссариат вел активную работу. Призыв стартовал традиционно 1 октября. Наряд на республику в эту осень порядка 220 человек. На сегодняшний день для прохождения службы уже отправлено около 140. Для прохождения службы на сегодняшний день нами отправлено 137 человек, это 62,3%. При этом необходимо, чтобы вы понимали, что у нас всего на сегодняшний день призвано 160 человек. Также на совещании под руководством первого заместителя председателя правительства Ингушетии Магомеда Евлоева рассмотрели вопрос об освоении федеральных средств в рамках реализации в регионе национальных проектов и федеральных программ. Об этом отчитался начальник управления по организации проектной деятельности администрации главы и правительства Ингушетии Бекхан Мальсагов. Из 11 финансируемых национальных проектов 10 проектов у нас кассовое исполнение превышает средний уровень по Российской Федерации. Это демография по республике у нас 92,1%, здравоохранение 77,6%, образование 86%, жилищно-городская среда 71%, экология 100%, безопасные дороги 100%, культура 88%, МСП 94%, международная кооперация, экспорт и туризм это у нас по 100%. Среднее значение по стране 74,5%. 100% свои средства освоили Минтруд, Минавтодор, Минкульт, Минспорта и Комитет молодежи. Ко Дню Героев Отечества запланировано возложение цветов к вечному огню у мемориала памяти и славы с участием Махмуда Али Калиматова. Это памятная дата, которая ежегодно отмечается по всей стране 9 декабря. Она объединяет историю воинских подвигов и героев вооруженных сил России. На повестке дня также и ход подготовки к фестивалю холодного оружия «Кинжал-2024», организатором которого выступает туроператор «Визит Ингушетия». В рамках проведения фестиваля разработана программа, и входят пленарные дискуссии на тему событийного туризма, выставки ярмарки производителей холодного оружия, аукцион антикварного холодного оружия, показательные выступления бойцовских клубов и творческих коллективов, применение муляжей холодного оружия. Подготовка к новогодним мероприятиям уже началась. На 31 декабря разработан предварительный план, который еще необходимо согласовать. Дневное представление на площади перед башней Согласия для детей. Оно будет длиться в 3 этапа. Первый этап – это выступление участников, учащихся музыкальных школ. А второй этап – новогоднее представление детского театра нашего ТЮЗа. И после согласования мы уже будем думать, до 21 часа оставить праздничную программу или нет, это уже как бы вопрос. Кроме этого, во всех культурно-досуговых учреждениях, клубах будут проходить новогодние празднования. И во всех учреждениях культуры республики они тоже запланированы. Исполняющий обязанности министра образования и науки республики Ахмед Башир Цуроев отчитался о том, что в школах Ингушетии также ведется подготовка к новогодним елкам. В приоритете стоит вопрос обеспечения технической и пожарной безопасности учащихся. Мадина Цора, Акрамат Десхоев, Магаз 24.